Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами встречаемся на уроке алгебры. 8 класс, 18 урок, 4 четверть. Тема сегодняшнего урока – степень с целым отрицательным показателем. Сегодня на уроке мы с вами повторим определение степени с натуральным показателем, свойства степени с натуральным показателем, узнаем, что называется степень с целым отрицательным показателем, рассмотрим свойства степени с целым отрицательным показателем, научимся вычислять значения выражений и упрощать выражения, содержащие степень с целым отрицательным показателем. Для начала, ребята, давайте вспомним, что называется степенью числа а с натуральным показателем n, большим единицы. Называется произведение n множителей, каждый из которых равен а. Ребята, мы записываем n, где n – это показатель степени, а – это основание степени. Ребята, запомним, что любое а в первой степени равно самому а. Итак, ребята, свойства степени с натуральным показателем. Вспоминаем. При умножении степеней с одинаковым основанием основание остается без изменения, а показатель степени складываются. АN умножить на АМ равно А в степени n плюс m. Следующее. При делении степеней с одинаковым основанием, но с разными степенями, от степени делимого отнимают степень делителя. АN разделить на АМ равно А в степени n минус m. Следующее. При возведении степени в степень основание степени остается без изменения, а показатели степени перемножаются. А в степени n еще раз в степени m равно а в степени произведения n умножить на m. При возведении степени в произведение каждый из множителей возводится в степень. Произведение а умноженное на b, все в степени m равно а в степени m умножить на b в степени m. Чтобы возвести в степень частная, можно возвести эту степень отдельно делимая и отдельно делитель. А деленное на b в степени n равно а в степени n деленное на b в степени n, где b не должно быть равно нулю. Условились, что а в нулевой степени равно единице, а не равно нулю. Теперь, ребята, вместе со мной выполним действие. 2 в третьей степени записываем в тетради равно, правильно, ребята, 8. Минус 3 во второй степени. Чему равно? Правильно, ребята, 9. Единица минус 4 в третьей степени равно минус 27. Единица в пятой степени равно единице. 1/4 в третьей степени равно 1/64. 2 во второй степени плюс 5 во второй степени равно 29. 6 минус 4 все в пятой степени равно 32. Ребята, тема сегодняшнего урока – это степень с отрицательным целым показателем. Записываем формулу. А в степени минус n равно единице, деленное на а в степени n, где а не должно быть равно нулю. Выражение 0 в минус n степени и 0 в нулевой степени, при этом n принадлежит n большому, не имеют смысла. Они не определены. Теперь, ребята, вместе со мной выполняем следующее задание. Находим пару всем числам и выражениям, которые находятся в левой части. Например, 100 тысяч – это 10 в пятой степени. Я жду, ребята. Записываем задание в тетради. Теперь проверяем. 1000 – это 10 в третьей степени. 100 – это 10 во второй степени. Единица, деленная на 100 – это 10 минус второй степени. И единица, деленная на 10 тысяч – это 10 минус четвертой степени. Правильно, ребята. Сегодняшняя тема наша связана с нашими мирами. Мегамиры и микромиры. Мегамиры – это планеты, звезды, галактики, когда ближайшее расстояние исчисляется сотни, тысячи, миллиарды километров. Например, масса нашей планеты Земля – это 5,97 умножить на 10 в 24 степени килограмма.
Среднее расстояние от Земли до Солнца – это 1,496 тысячных умножить на 10 в 8 степени километра. Возраст Солнечной системы – это 4,57 умножить на 10 в 9 степени лет. Везде вы видите, что у нас 10 в 24, в 8 и в 9 степени. А теперь у нас микромиры. Это миры, которые не видны нашему глазу. Мы изучаем микромиры с помощью микроскопа, электронного микроскопа. Перед нами атом, ядро атома, элементарные частицы, протоны, электроны и кварки. Вы видите, что диаметры этих элементарных частиц вычисляются 10 минус 12 степени, 10 минус 13 степени, 10 минус 16 степени. Масса атома водорода равна 1,661 тысячная умножить на 10 минус 27 степени килограмма. Смотрите, какая запись и как ее можно уменьшить, когда мы это число представляем в виде произведения числа на 10 в определенной степени. Радиус атома кислорода – это 6,6 умножить на 10 минус 9 степени сантиметра. Итак, ребята, степень с отрицательным показателем. Число с отрицательным показателем степени равно дроби, числителем которой является единица, а знаменателем дроби – данное число с положительным показателем. Любое число с натуральным целым показателем можно записать в виде дроби единица, деленная на число с отрицательным показателем, где показатель не должен быть равен нулю. А теперь, ребята, давайте вычислим. Минус 2 в нулевой степени равно единице. Записываем в тетради. Следующее. 88 минус первой степени равно дроби 1/88. Следующее. 3 минус третьей степени. Представляем вначале в виде дроби единица, деленная на 3 в третьей степени, и вычисляем 3 в третьей степени равно 27. Получаем 1/27. Следующее. Минус 3 минус второй степени. Представляем в виде дроби единица, деленная на минус 3 во второй степени. Получаем 1/9. Следующее. Вычислить минус 5 минус третьей степени. Используя свойство отрицательного показателя степени, записываем единица, деленная на минус 5 в третьей степени. Минус 5 в третьей степени равно минус 125. Получим дробь минус 1/125. Следующий пример. Минус 1 минус 13 степени. Используя свойство, записываем единица, деленная на минус 1 в 13 степени. Так как степень нечетная, у числа сохраняется знак единица, деленная на минус 1. Получим минус 1. Следующее. Итак, ребята, следующее задание. Вычислить 7/9 минус второй степени. Используя определение показателя отрицательной степени, запишем единица, деленная на 7/9 во второй степени. Возведем 7/9 во вторую степень, это будет 49/81. Единицу, деленную на 49/81, получаем 81/49 или 1,32. Следующее. 1/4 минус третьей степени. Запишем единица, деленная на 1/4 в третьей степени. Возведем в степень единица, деленная на 1/64. Получим 64 первых или 64. 0,1 минус второй степени. Запишем десятичную дробь в виде обыкновенной. 1/10 в минус второй степени. Применим определение. Получим 10 во второй степени равно 100. Следующее задание. Найдите значение выражения. 2 в минус второй степени плюс 2/3 минус третьей степени минус 16 минус первой степени. Рассмотрим каждое число. 2 в минус второй степени равно 1/4. 2/3 минус третьей степени равно 27/8
и равно 3,3. Третье число 16 минус первой степени равно 1/16. Запишем полученные дробные и смешанные числа. Приведем к общему знаменателю и вычислим, что в ответе у нас получится 3,9. Записываем ответ. 3,9. Действие над степенями с отрицательным показателем. Если а не равно нулю и n и m принадлежат z, то а в минус m степени умноженное на а в n степени равно а минус m плюс n степени. Следующее. А в степени m умножить на а в степени минус n. Получим а в степени m плюс минус n. А в степени минус m умножить на а в степени минус n. Получим а минус степени m плюс минус степени n. Например, х в степени минус 2 умножить на х в степени минус 3. Используя свойство, получим, что х в степени минус 5. При этом мы должны поставить условие, где х не должно быть равно нулю. Записываем ответ. Х в степени минус 5 при х неравное нулю. Следующий пример. 1,5 аб в минус третьей степени умножить на 6 а в степени минус 2b. Приводим к стандартному виду числа. Вначале перемножаем коэффициенты. Далее рассматриваем числа с одинаковым основанием. Получим следующее выражение. 9а в степени минус 1 умножить на b в степени минус 2. При условии, что а и b не равны нулю. Записываем ответ. 9а в минус первой степени, b в минус второй степени при условии а и b не равны нулю. Следующее действие. Если а не равно нулю и n и m принадлежит z, то а в степени минус m разделить на а в степени n получим а в степени минус m минус n. А в степени m разделить на а в степени минус n получим а в степени n минус минус n. А в степени минус m разделить на а в степени минус n равно а в степени минус m минус минус n. Например, b в степени минус 3 разделить на b в степени 2 равно b в степени минус 3 минус 2 равно b в степени минус 5. При этом b не должно быть равно нулю. Ответ b в степени минус 5 при b неравном нулю. Третье действие. Если а не равно нулю и n и m принадлежит z, то а в степени n, возведенное еще раз в степень минус m, равно а произведение степеней а умножить на минус m. А в степени минус n, возведенное еще раз в степень m, равно а произведению показателей степени минус m умножить на m. А в степени минус m, возведенное еще раз в степень минус m, равно произведению показателей степени минус m умножить на минус m. Например, 125 минус третьей степени разделить на 25 минус пятой степени. Чтобы произвести данное действие, числа 125 и 25 должны быть представлены в виде степени с одинаковым основанием. 5 в третьей степени, в степени минус 3 и 5 во второй степени и еще раз в степени минус 5. Используя действие, мы получим, что 5 минус 9 степени разделить на 5 минус 10 степени. Ответ 5 в первой степени. Или просто 5. Ответ 5. Четвертое действие. Если а не равно нулю и b не равно нулю, c не равно нулю, n принадлежит z, то а, b, c в минус n степени равно а в минус n степени умножить на b минус n степени умножить на c минус n степени. Например, произведение x, z во второй степени, y в третьей степени возводим еще раз в минус третью степень.
получим следующее. Х минус третьей степени, z минус шестой степени, y минус девятой степени. При условии, что x, y и z не равны нулю. Ответ: x минус третьей степени, z минус шестой степени, y минус девятой степени. При условии, что x, y, z не равны нулю. Пятое действие. Если a не равно нулю, b не равно нулю и n принадлежит z, то отношение чисел a к b в минус n степени равно a в минус n степени разделить на b в минус n степени. Например, a в минус первой степени, деленное на 3b в третьей степени, все возводим в минус вторую степень. Получим 9a во второй степени, умноженное на b в шестой степени. При условии a и b не равны нулю. Ответ: 9а в квадрате b в шестой степени при условии, что a и b не равны нулю. Шестое действие. Если a не равно нулю и b не равно нулю, и n принадлежит z, то abt в степени минус n равно bat в степени n. a, деленное на b в минус первой степени, равно b, деленное на a. Упростим выражение. 3/4 а в степени минус 1, b в минус третьей степени, все это возведено еще раз в степень минус 2. Используя действия и свойства, получим 16/9 а во второй степени, b в шестой степени. При условии, что а не равно нулю и b не равно нулю. Ответ: 16/9 а в квадрате b в шестой степени при условии а и b не равны нулю. Упростить выражение. Х в квадрате y минус третьей степени, деленное на 6z в степени минус 3, умножить на х в квадрате y минус второй степени, деленное на 9z, все во второй степени. Выполним действие. Получим следующее выражение. 2 умножить на 3 в степени 3, y в степени 3 умножить на 3, z в степени 3, деленное на х в степени 2 умножить на 3. Умножить на выражение х в степени 2 умножить на 2, деленное на 3 в степени 2 умножить на 2, умножить на y в степени 2 умножить на 2, умножить на z в степени 2. Получим следующее выражение. 2 в степени 3 умножить на 3 в степени 3, умножить на y в степени 9, умножить на z в степени 3, умножить на x в степени 4, деленное на выражение x в шестой степени, умножить на 3 в четвертой степени, умножить на y в четвертой степени, умножить на z во второй степени. Используя свойства степени с целым натуральным показателем, получим следующее выражение. 2 в степени 3 умножить на 3 в степени 3 минус 4, умножить на y в степени 9 минус 4, умножить на z в степени 3 минус 2, умножить на x в степени 4 минус 6. Получим выражение 8 умножить на 3 в минус первой степени, умножить на y 5 в пятой степени, умножить на z, умножить на x минус второй степени. Получим выражение 8y в пятой степени z, деленное на 3х во второй степени при условии, что x, y, z не равны нулю. Ответ: 8y в пятой степени z, деленное на 3х в квадрате при x, y, z не равны нулю. Упростить выражение. X минус второй степени плюс y минус второй степени разделить на x минус первой степени плюс y минус первой степени разделить на выражение x плюс y, деленное на x, y, все в минус первой степени, минус y минус второй степени. В решении. Рассмотрим преобразование с учетом свойств отрицательной степени. Получим выражение y в квадрате плюс x в квадрате, деленное на x в квадрате, y в квадрате, разделить на y плюс x, деленное на x, y, разделить на x, y, деленное на x плюс y, минус единица, деленное на y в квадрате. Теперь мы с вами рассмотрим свойства деления дробей. То есть мы поменяем местами числитель и знаменатель во втором и третьем выражении. Получим следующее. Y в квадрате плюс x в квадрате, деленное на x в квадрате, y в квадрате, умножить x, y
деленное на x плюс y, умноженное на y плюс x, деленное на xy, минус единица, деленное на y в квадрате. Выражение второе и третье в первом произведении – взаимосокращаемые выражения. У нас остается следующее. Y в квадрате плюс x в квадрате, деленное на x в квадрате, умноженное на y в квадрате, минус единица, деленное на y в квадрате. Приводим оба выражения к общему знаменателю. X в квадрате, умноженное на y в квадрате. Получим следующее выражение. Y в квадрате плюс x в квадрате, минус x в квадрате, деленное на x в квадрате, умноженное на y в квадрате. Получим следующее. Y в квадрате, деленное на x в квадрате, и y в квадрате равно единице, деленное на x в квадрате. Ответ. Единица, деленная на x в квадрате при условии, что x не равно нулю, y не равно нулю и x не равно минус y. Итак, ребята, сегодня на уроке мы с вами повторили определение степени с натуральным показателем, повторили свойства степени с натуральным показателем, узнали, что называется степенью с целым отрицательным показателем, рассмотрели свойства степени с целым отрицательным показателем, научились вычислять значения выражений и упрощать выражения, содержащие степень с целым отрицательным показателем. До свидания, ребята! До новых встреч!